сколько ты встаешь, чтобы дорожку чистить? А я и не чищу. Просто ко мне часто друзья приходят. Привет, друзья. Sculptor, costumier, scenarist, decorator, fotograf și regizor. Toate aceste profesii se regăsesc într-o singură persoană încă de pe când avea 8 anișori. Faceți cunoștință, el este Victor, are 13 ani, e fan înrăit al desenelor animate și creatorul filmulețelor în care personajele sunt create chiar de el din plastilină. Are povești cu tâlc, o morală la final, istorioare haioase despre Napoleon, iarnă, oamenii din epoca primitivă. Главные герои песчаных людей, конечно, уже довольно плохие. Ну, можно будет их обновить, чтобы они выглядели получше. А то я давно уже эти пластилиновые мульты снимал. Хочу, чтобы мои мультики увидели больше людей, и чтобы они хотя бы видели, что я стараюсь ради них сделать таких пластилиновых героев. Я в далеком будущем, наверное, буду заниматься 3D. Но чтобы освоить 3D, нету ничего лучше, чем начать с пластилиновых героев, потому что они сами по себе в реальной жизни 3D-шные. A început totul pe când avea doar 8 anișori, ne-a povestit mama lui. Витя очень много времени, он пытался делать какие-то мультики очень долго, и причем из абсолютно разных предметов. Одно время он пытался фотографировать, он рисовал просто на листочках какие-то и менял картинки, но это вот не получалось, потому что там вспышка, и все было белое, и он все время волновался, нервничал, что не получается. Все, и я вот тоже никак не могла выбрать что-нибудь такое, какой-нибудь такой вот материал, из которого можно что-то сделать. Потом уже, когда он стал более активным юзером интернета, он нашел вот эти мультики Лего и увидел, и тогда у нас вот было очень много мультиков. И из Лего он делал, там проще, там тоже двигать просто эти вот фигурки. Вот он очень много сделал из Лего мультиков, это как такой переходной момент был. Делал он еще и rисованные немножко мультики, тоже пытался, но это тоже нелегко, потому что там есть какие-то свои технологии. Nu este însă deloc ușor să creezi aceste filmulețe. Implică multă trudă și pagube pentru interiorul apartamentului, ne-a mărturisit mama. Au de suferit pereții, dulapurile și nu în ultimul rând podeaua sau covoarele de care se întâmplă să se mai lipească plastilină. Dar să vedem cum totuși se produc aceste filmulețe. În primul rând, avem nevoie de un scenariu, un concept, după care de actori, așa că... Для такого человека, для того, чтобы сделать его руки и лица, использую специальный скульптурный пластилин. Пластилин скульптурный. Это что, скульпторы используют? Ну да. Он профессиональный для профессионалов? У тебя вижу все серьезно. С ним работать довольно просто. Хоть немного сложновато, он довольно легко тает, но ничего. Эти цвета использую для, например, джинс или ботинок. Ну, раньше я сначала делал человека из чисто телесного, хотя на это уходило много пластилин. Но теперь я чисто делаю ноги из синего, например. Остальное я делаю из желтого, пояс тоже из черного. И вот так примерно это и делается. Лица им делать особенно сложно, потому что очень мелкие. Apoi se lucrează la decor. Вот это, например, генератор для будущего. Это будет будущий портал, по которому он будет проходить во времена разные. Victor depune maxim efort ca toate obiectele să arate realist. Главные части декора это вот этот столик, несколько продуктов на нем, тарелка, немного мяса, бутылочка и чашка. Вот это мелкие части декора, такие же, как его штаны, которые на стуле, и фотоаппарат, который он будет использовать, и телефон его мобильный. Конечно, трудно довольно лепить мелкие детали, но возможно. А вот это лопата. Эта лопата довольно старая, она еще использовалась в прошлых мультах. Зимняя история, такой мультик. Acest omuleț este un cercetător științific. El, așa cum povestea Victor mai devreme, va căuta soluții pentru a călători în timp. Astăzi, eu și colegul meu vom asista la filmarea unei singure scene, pentru că procesul realmente durează foarte mult. E o muncă de-a dreptul migăloasă. Действия будут происходить, когда он просыпается из-за того, что у него будет будильник, который я потом сделаю. Он просыпается и сначала подходит
возьмет себе, нальет себе водички, потом покушает, и ему придется пойти на работу. Он возьмет фотоаппарат, телефон возьмет, наденет вот этот шарфик, который мы недавно слепили. Вот такой шарфик, как ученый, и он pойдет на улицу. Să trecem la treabă. Pentru ca savantul nostru să se ridice de pe pat în filmuleț, Victor va trebui să fotografieze fiecare milimetru din mișcarea picioarelor, mâinilor, pentru ca puse la un loc, pozele să creeze o imagine maximal aproape de realitate. Asta arată cam așa. Dacă nu e mama alături, este nevoit să alerge de la decor la aparat singur el pentru fiecare milimetru de mișcare. După 10 de fotografii, protagonistul ajunge într-un final la masă. Ca să creeze senzația că omulețul vorbește, Victor folosește un bețișor. Gurița, la început ca un punctuleț, se evidențiază, se mărește cu bețișorul și, desigur, fiecare schimbare se imortalizează cu fotoaparatul. Când se montează și se pun pozele una lângă alta, se capătă imaginea că el deschide și închide gura. Dacă tot am pomenit despre montaj, să vedem cum are loc procesul. La această etapă, în acțiune intră mama, editor de profesie. Ea adună imaginile video în reportaje, știri, la un post de televiziune. Чем больше кадров, тем более реалистично выглядят движения. Чем их больше, тем лучше. Вот. И вы ставите сколько в одну? Мы ставим 5 кадров. 5 кадров, в каждую фотографию 5 кадров. То есть в секунду, получается, вот здесь у нас было 80 кадров, это 15 секунд. 15 секунд видео, это 80 кадров получилось. Cu puțină muzică obținem asta. După 30 de minute de mișcat milimetric omulețul și fotografiat la fiecare fracție de secundă, am obținut asta. După lecția pe care mi-au dat-o protagoniștii istorioarei mele de astăzi despre desenele animate cu figuri din plastilină, am înțeles un lucru. Nu este o activitate nici pe departe copilărească, chiar dacă este executată în mare parte de un copil. Este o îndeletnicire care dezvoltă în orice om, indiferent de vârstă, răbdarea, creativitatea și simțul frumosului. În plus, după cum am observat, ea unește membrii familiei. Dacă vreți să vedeți mai multe desene animate create de Victor, accesați pe YouTube numele și prenumele lui, Victor Gnip.